Функции гор. В одном из аятов Корана особо указывается на чрезвычайно важную геологическую функцию гор в строении земли. Это 31-й аят 21-й суры. «Мы воздвигли на земле незыблемые горы для того, чтобы она не колебалась. Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем». Можно предположить, что в этих строках аята указывается на способность гор предупреждать различные колебания Земли. Трудно поверить, что подобные знания могли быть доступны людям, жившим в эпоху ниспослания Корана. Однако сегодня геология со всей очевидностью доказала, горы представляют собой образования, возникшие вследствие динамики и столкновения огромных земных слоев, образующих кору Земли. Оказалось, что горы не являются только лишь возвышениями на поверхности Земли. Внутри земной твердыни у гор есть еще и корни. И они, корни, подчас в 10-15 раз превышают собственную высоту горы над поверхностью Земли. Благодаря этой особенности горы можно уподобить сваям или гвоздям, которые прочно держат плиты земной коры, словно доски, скрепленные друг с другом гвоздями. К примеру, корни горы Эверест, достигающей 9000 метров над поверхностью Земли, простираются в ее недра более чем на 125 тысяч метров. Горы и корни гор возникают в результате столкновения больших плит, составляющих земную кору. В момент столкновения двух таких слоев более прочный из них располагается под другим. Слой, оказавшийся на поверхности, постепенно складываясь, образует складки, которые приводят к образованию гор и возвышенностей. Что же касается нижнего из двух столкнувшихся слоев, то он, продолжая двигаться под землей, приводит к возникновению глубоких ответвлений, которые, собственно, и становятся корнями гор. В одном из аятов Корана также сообщается об этой функции гор, причем для описания слова «горы» используется именно слово «сваи». Речь идет о 6 и 7 аятах 78 суры. «Разве мы не сделали землю ложем, а горы сваями?» Движущиеся горы. В одном из аятов Корана содержится еще одно уникальное знание о сути гор. Аят сообщает нам, что твердыни гор, кажущиеся нам недвижимыми, на самом деле находятся в постоянном движении. «И ты увидишь горы, и сочтешь их недвижимыми, но они движимы, как движимы облака». Это 88-й аят 27-й суры. Указанное движение гор обусловлено движениями земной коры, на поверхности которой они расположены. Сама земная кора, располагаясь выше слоя, именуемого в геологии мантией Земли, более плотной, нежели земная кора, находится в состоянии текучести, то есть постоянного плавающего движения. Здесь следует особо подчеркнуть следующий момент. В этом аяте Всевышний характеризует движение гор как «плаванье». Удивительное обстоятельство, но именно такой термин был избран учеными, не знавшими о содержании аята, для обозначения на английском языке характера движения гор. Continental drift, то есть континентальный дрейф, плаванье.